Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в программе «Открытый вопрос» принимает участие вице-президент Абхазии Виталий Габния. Здравствуйте, Виталий Викторович. Рады приветствовать вас в нашей студии. И сразу же первый вопрос. Вы курируете деятельность нескольких государственных комиссий, в том числе и комиссию по гражданству. Скоро в нашей стране приступят к выдаче новых паспортов гражданина Абхазии. Скажите, получить абхазский паспорт станет сложнее или проще? И насколько ужесточится или упростится эта процедура? Бзира Шумас, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за приглашение в эфир, что у меня появляется возможность отчитаться за прошедший год о тех комиссиях, о которых вы говорили, в целом о работе, о тех системных преобразований, которые удалось достичь мне. У меня большой круг обязанностей, как и полномочий. Но, наверное, действительно стоит начать с тех комиссий, в которых я нахожусь председательствующим. Это комиссия по гражданству, как вы сказали, по наградам, по лимитам университетским в Российскую Федерацию, по досрочному освобождению, по жилищная комиссия, комиссия социального жилья, и в недавнем прошлом мне передали еще комиссию по установлению инвалидности времен войны. Но обобщая, скажу, что самое тяжелое в моей работе – это прием граждан, который у меня ведется во все рабочие дни, порой включая субботу, с утра и, как правило, до 4. В понедельник это вообще может длиться и до 8, и до 9 часов вечера. И только во второй половине дня, уже после 5, где обед по факту, мне уже удается приступить непосредственно к моей работе. Но прежде чем мы ответим на все эти вопросы, позвольте, с вашего разрешения, все-таки отложить на вторую часть нашей беседы, поскольку пока я дожидался своего прямого эфира, имел удовольствие посмотреть пресс-конференцию оппозиционных лидеров и лидеров Амцахары, да, и я считаю, что мне есть что им ответить, расставя все акценты. Вот, извините, с вашего позволения. То, что говорят достаточно сумбурно, но сглажено, так причесано, я бы сказал. Но мы на самом деле же знаем, что в региональных митингах говорились и совершенно другие слова и другие призывы. А для кого в народе секрет, что 21 число обозначено как дата очередного переворота, очередной смены власти, и поэтому кокетничать по этому поводу не считаю для себя возможным. Ссылаться на то, что пока мы не признаем, что 27 мая было переворотом, это будет повторяться и вновь, это просто так хитренько подводить к вопросу, пытаясь при этом себя обезопасить, не более того. Мне так говорит, все-таки я вообще считаю, что из увиденного в репортаже, что у нас нет оппозиции. У нас есть власть и есть экс-власть, которая фантомно ностальгирует по ресурсам власти. Призывать опосредованно, даже пусть будет народ, к таким действиям, это значит, что совершенно не знать свой народ. Мы действительно прошли оппозиционную школу в 10 лет. И мы ни разу не позволили себе ставить вопрос таким образом. Если бы мы 27 мая призывали людей и звали их для того, чтобы произвести переворот в стране, с нами не собрались даже наши маргиналы или прямых участников, которые все 10 лет нас поддерживали. Поэтому я вам скажу, что будет 21 числа. 21 числа будет ничего, поскольку нет таких сумасшедших, которые готовы ввергнуть страну в гражданское противостояние, в том числе в данном случае уже с очевидностью, где без крови уже не обойтись. И таких, я повторяю, сумасшедших, я надеюсь, что в нашей стране нет.
Ну, раз мы говорим вообще об этой теме, извините, что вас перебила, может быть, вы тогда прокомментируете вот как бы основные, да, выпады, основные упреки, которые прозвучали в адрес нынешней власти? Да, ровно об этом я хочу сказать. Вот при тех всех нареканий, которые были к предыдущей власти, к тем же социальным вопросам, о которых было сегодня упомянуто, был обратно поставлен и муссируется вопрос гальской паспортизации. Господа, это был невыдуманный вопрос, где в очень быстром, ускоренном порядке выдавались паспорта гражданам Абхазии людям, которые обладали гражданством Грузии и не были интегрированы в наше общество. На это тоже нужно время и определенные предпосылки. Цена вопроса в том числе в этом стоит. В этом непосредственно есть угроза, когда массив 60-70 тысяч по указанию с Тбилиси мог решить любой исход референдума на выборы. Это бы привело к беде, и это была невыдуманная проблема. Мало того, мы ее не использовали для того, чтобы смеркнуть власть. Мы пытались договориться с Александром Золотинским. Мы пытались это сделать много и много раз. Мы пытались это сделать через парламент, через Амцахару. Я сам напрямую ходил к президенту, и Леонид Лакербаев тому свидетель. И когда мы призывали 27 мая людей, а я в составе АРО, будучи председателем, практически проехал по всей Абхазии, говоря о том, что мы не зовем для того, чтобы сверкнуть власть. И я могу за это побожиться за себя и за многих моих соратников. Мы хотели показать действующему президенту, что нельзя народ ломать и подводить к такой черте, чтобы он видел, что народ против, и сделал необходимые выводы. Но то иррациональное и алогичное поведение Александра Золотинского привело к самому сходу. И ряд таких же непоследовательных действий того дня привело к его отставке. Я не буду сейчас проговаривать события тех дней, но я скажу, что ни у меня, ни у многих других не было ощущения, что мы несем угрозу самого проекта абхазской государственности как такового. Ровно поэтому в тот вечер от 8 тысяч человек к вечеру уже собралось порядка 22 тысяч. Настолько увеличилось число. Мне смущают и умаляют те люди, которые на себе рвали в те времена все свои причины и места, говоря о том, что мы надругались на Конституции. И я, честно говоря, эту их позицию воспринимал, даже если она и мне и неудобна, но людей с принципами я принимаю при любых обстоятельствах. Но у меня вызывает удивление, когда эти же люди призывают теперь к свержению власти уже совершенно в других условиях, где сама смена цикличности угрожающе мала, где нет совершенно необходимо несозрелая ситуация, где внешняя экономическая и политическая ситуация не способствует для этого. Просто нужно посмотреть телевизор и посмотреть, где мир стоит на грани большой войны, где мы не должны стать силой притяжения, где может эту драму здесь, в подбрюшье России, разыграть какая-нибудь третья сила, и слишком много сослагающих, опасных совершенно для нас. Но эти люди сегодня говорят об этом, и это говорит о том, что не было никаких принципов, не было их. Есть просто свое желание вернуться к власти. Вот справедливости ради, я бы хотел проговорить ряд вот тех оснований, которые являются подачей, почему пришло время с их точки зрения для смены власти. Вот да, отброшу многие несуразности, которые были сказаны, но одно из них говорят о том, что мы слабы. Это то, что они говорят в народе. Извините, а в чем проявляется эта слабость? В том, что 70-80% предыдущих чиновников остались на своих местах, добрая половина из которых саботирует нам, будучи директорами предприятий, школ, РУПов, МУПов, ходит на митинги, говорит о том, что осенью мы им покажем, осенью максимум то, что осталось, это до 21 октября.
Если в этом наша слабость, то отчасти я, наверное, принимаю, поскольку так уж, господа, точно не должно быть. Если у вас есть такие оппозиционные настрои, это дело ваше, но быть частью власти и призывать к ее свержению, далее мы не позволим. И это то, что я действительно принимаю. Далее. Было сказано о том, что людям стало жить тяжелее. Я хочу сказать, что это действительно так. Но они же знают, с чем это связано. Играть на национальных интересах, насколько это позволительно, насколько это честно. Вы знаете, что мы находимся в общецивилизационном пространстве с Россией. Мы находимся по одну сторону баррикад. У нас с ними внешний контур. Всем, чем мы обладаем внутренним суверенитетом, который нам очень дорого достался. Мы отстояли, выиграли войну и отстояли еще тяжелейшую блокаду, без возможности восстановиться. И просто требуем к себе уважения. Не может Министерство МВД быть подчинено кому-либо, кроме руководства Республики Абхазия. Это записано в Конституции, на страже которой мы стоим. И на этих вещах наши оппоненты хотят играть. Я напомню, что мы пришли в октябре месяце, когда предыдущая власть практически уже была банкротом. Нам оставили долг соизмеримый с долгом всего бюджета страны. 800 миллионов прямого долга, 1,5 субординированного. Я уже не говорю о железнодорожном кредите, который будут наши дети даже отдавать. Мы давали свои обещания, не популизма ради. Мы говорили о том, что, зная, что 9 миллиардов обещала Российская Федерация, мы знали, что мы сможем вывести в верхний коррупционный круг, то есть это значительно подняв выплаты в таможенной системе, в налоговой, Рицинский реликтовый заповедник, пещера. У нас нет возможности, пока мы не окрепли как власть, пока не выстроили вертикаль и не усилили милицию, перейти на нижний коррупционный круг. Для этого нужна своя последовательность. Так вот, исходя из тех зарплат, которые ранее выплачивала Россия, и тех возможностей, которые мы знали, что возьмем на себя, мы и говорили о своих предвыборных обещаниях, о зарплатах и пенсиях. Но с января месяца для нас поставили непреодолимые условия, где мы всего лишь обладаем внутренним суверенитетом, главный инструментарий, из которого МВД, и мы не можем переподчинить его какой бы ни было третьей стороне, даже если она для нас является дружеской. И играть на этом, извините, господа, никому не позволительно. То есть вы уже говорите как бы откровенно, что это идет давление, что МВД... Я говорю о том, что я говорю. Я говорю достаточно откровенные вещи, но не хотел бы их раскрывать в полной мере, потому что мы не можем и не имеем права портить отношения с Российской Федерацией. Но от того, что мы не можем это озвучить, это не значит, что этим нужно спекулировать. Говорят о том, что мы испортили отношения с Российской Федерацией. Но я хочу сказать, что мы действительно переживаем не самые сейчас лучшие времена, но тому сложились обстоятельства, которые формировались и ранее. Это вопрос коммуникации, вопрос доверия и разности подходов. К примеру, Российская Федерация дает нам 400 миллионов сельского хозяйства, где мы их вкладываем в те самые сады. 200 миллионов идет на посадку черенков, кратно превышающих их розничную стоимость, а 200 идет на их охрану. 200 миллионов – это больше, чем забирает наша одна граница, другая граница по реке Ингур и даже морская. Но ясно, что Российскую Федерацию такой подход устраивать не может. И Сурков, которого сегодня наши оппоненты так часто демонизируют, это волевой, успешный и сильный политик, который стоит на страже интересов своей страны, да так, что мы ему только поучиться можем. И никаких претензий у меня к нему нет. Где человек говорит, так мы больше Абхазии денег давать не будем. Или бытует мнение в Абхазии о том, что Россия вкладывает намеренно в социальные объекты, а не в экономику, дабы завязать Абхазию настолько, сделав ее не самодостаточной. Думаете, это так?
Я скажу вам откровенно, я раньше думал, что это так. Но когда я с этим столкнулся непосредственно прямую, сегодня понимаю, что это разность восприятий подходов, поскольку когда Российская Федерация вкладывает в детский сад или в Дом культуры, в понятный объект с точками контроля, а мы не можем его сдать ко времени и выносим за план на полгода, и при этом все равно не можем сдать, а сдаем с большими недочетами, то российская не понимает, почему так происходит, и говорят: своровали, понимаем, у нас тоже бывает. Где ответственные, где уголовные дела и где результат? То есть такой подход далее Сурковым не воспринимается, как это было все эти годы, 10 лет ранее. Зачем? Если говорить об экономике, так это вопрос обратный, я говорю, вопрос доверия. Если мы берем на социальный объект понятный, с точками контроля, и не можем его реализовать, как они могут верить, что мы способны и можем вложить в экономику с длинным рублем, с отдачей в 4, в 7, в 12 лет, где те ответственные и куда будут распылены эти деньги? Они не понимают и хотят получить понятные, внятные бизнес-планы. Это все занимает сегодня время. Время само стало другим. То время, когда при Сергее Васильевиче можно было ехать в Москву, говорить, что говорить, и приезжать, ничего не делать и получать деньги, оно ушло. Время съежилось, как шагреневая кожа. И мы сегодня находимся в нормальном рабочем процессе. Если даже говорить об ИКЦ, вот в том самом при МВД, информационном координационном центре, это тоже вопрос восприятия, поскольку мы это расцениваем как потерю суверенитета. Для нас это так есть. Но российская сторона на это смотрит по-другому, что мы не справляемся с криминалом. На этом фоне, помимо комплексного плана, Сурков Владислав Юрьевич пытается задействовать в том числе и коммерческие банки, и экономических резидентов, которые войдут в Абхазию. И понятно, что в этих условиях это сделать невозможно. Когда бьют машины, когда пропадают люди, когда их убивают, и видит в том помощь Абхазии для того, чтобы навести порядок. Только нас это не устраивает. Но это претензии больше к нам, поскольку именно мы с этим не справились. Но несмотря на это, после долгих переговоров мы все-таки пришли к пониманию, что российская сторона говорила о том, что это должно быть 400 человек, мы говорили о том, что это 50 человек, а в итоге сошлись на том, что это всего лишь 20 человек по учебному центру и криминалистической лаборатории. Будет это эффективно теперь? Ровно то, что мы, если эффективны, мы должны сами быть эффективны. Мы сами должны уметь и научиться содержать себя. Не быть содержантами, в которых нам превратили за 10 лет, когда деньги шли в Абхазию рекой. Не воспользовались никак. Не было создано никаких новых налогооблагаемых предприятий. Да, осваивались деньги, осваивались какие-то строительные площадки, но вот ровно так, как мы говорили, так же, как с этими садами. Это они себе ставят в заслугу, получается. Что было у нас с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве? Такое ощущение, как будто он упал с Луны. Этот договор был составлен из ранее подписанных договоров, где просто российская сторона их саккумулировала и подала в едином пакете. И только тогда мы ужаснулись, сколько было сдано абхазского, вот по чуть-чуть, шажком, за тихим сапом, сколько было сдано наших позиций. И мы его переформатировали. Мы его переформатировали так, как мы его видели. И Российская Федерация в лице Суркова приняла. По ИКЦ обратно же приняла. Если говорить о нашей границе, дали возможность нам провести курортный сезон, потому что при таком наплыве, когда 50 тысяч туристов в сутки проходило границу, практически очередей не было, потому что были задействованы все пункты контроля пешеходов, были открыты новые для автомобилей, и в этом тоже содействовал именно Сурков. И поэтому демонизировать человека не надо. А если вы хотите, чтобы наши отношения с Россией были понятными, не надо здесь поднимать народ
создавая ажиотаж, что мы сдаем здесь интересы, и параллельно летать в Москву и говорить о том, как на работу, о том, что а что они так тянут, что они испортили наши отношения. Мы бы давно уже все эти вопросы порешали. Я полагаю, что да, эти вопросы можно решить, но какой ценой? И поэтому на таких активах национальных играть никому не позволительно. Мы, извините, тоже были оппозицией, были вертикальные оппозиции. Мы имели свое мнение, выступали от своего лица. Посмотрите, что сейчас происходит. Сплошные анонимы и ники. Опустили народ, мораль народа ниже непотребного. На каждого абхаза, который что-то хочет сделать для страны, найдут свой кусок грязи и повесят. Если такого не найдут, придумают и все равно повесят. Так как плевать в колодец, разложили совершенно общество. И я не готов от них слышать все то, что они сказали. Это то, что они не сделали и довели страну до этого состояния. Я бы вообще принял бы закон иллюстрации. Вот где человек, который себя дискредитировал в власти, проворовался в том числе, не справился, чтобы он не имел возможности на круги через какое-то время приходить еще раз. Это полезно, это даст возможность нам двигаться вперед, вводя новые поколенческие элиты, формируя их. Если я, как выборное лицо, пообещал, что будут зарплаты, будут пенсии, и не справились с этим в силу каких бы там причин не было, я готов также подвергнуться этому закону, чтобы он работал для всех. Я беру эту ответственность на себя. И считаю, если мы не исправим это положение в следующем году в том числе, то я не имею права впредь выбираться на любое выборное лицо. В этом моя, в том числе, позиция. Ну, проблемы действительно же накопились не один год, они скапливали, скажем так, и действительно там год или два, возможно, еще не дадут возможности проявиться тому, что вы хотите сделать. И вы говорите сейчас, я не буду иметь права, допустим, через 2 года, да, заниматься вот этой работой, и насколько это справедливо? Я хочу сказать, что мы вообще предельно справедливое общество. Когда говорят, что мы незаконопослушные абхазцы, это не так. Нам нужно, чтобы работы действовали на всех одинаково и без всякого кумовства. Вопрос только он совершенным законом не может. Главное, чтобы страна двигалась вперед. Говорить о том, что мы ничего не сделали, не представляется возможным. А как, хочу я спросить, господа, мы прожили ровно год без российской помощи. Где раньше это мыслить? Мы что, могли в этих сложных внешних экономических условиях вдруг создать свою экономику, когда они это не сделали за 10 лет в гораздо лучших условиях? Мы, понятно, что можем только, если мы хотим сохранить государство, сыграть на фискальной политике. Но не просто фискальной, а выводение всей экономики из тени, в которой мы пребываем, на 80%. Вы меня извините, даже в советские времена 3-5% вкладывались в управленческие хищения. Ну, человек так устроен. Если в государстве 30% экономики в тени, это государство живет, но оно не имеет развития. Но если 40 и 50, оно уже практически не существует. И нас довели до того, с процентом экономики в тени 80%, что мы без российской помощи уже не существовали. И мы в таких сложных условиях, придя с таким минусом, смогли удержать страну в течение года за счет того, что в разы повысились таможенные пошлины. Рица первый раз за 20 лет вообще показывает, сколько в состоянии давать этот объект, где сильно пещера тоже отставать не может. Какой ажиотаж подняли по орехам? Мы 800 тонн в год ореха вывозилось в Абхазии и платились, сколько вы думаете, 50 тысяч рублей. Мы за этот месяц уже 13,5 миллионов в бюджет получили. И было собрано 450 тысяч за один месяц, где не за сезон, где мы цифры не занижаем. Мы проверили все эти РУПы, МУПы, все эти предприятия, которые ранее были, которые являются кровопийцами на теле государства. И, конечно, все это быстро сделать невозможно. Ровно это нам сегодня дало возможность прожить вот этот год
без российской помощи, что я вам скажу, господа, очень, друзья, было непросто сделать. Если это не достижение, то что, когда в 2013 году, когда самая была большая помощь со стороны Российской Федерации, на 75% был бюджет выполнен. У нас уже в сентябре бюджеты выполняются под 100%. Когда оперируют к тому, что люди это никак не чувствуют, да, ситуация изменилась. Это без российской помощи, где мы, конечно, не можем ни МВД значительно усилить, придав социалку, зарплату, увеличив их количество, ни в медицину большие деньги. Конечно, не можем. Ни одна страна в мире без внешних инвестиций не поднималась. Но играть и спекулировать на этом не нужно. Но все-таки, Виталий Викторович, критика – вещь вообще полезная, в принципе, да? И скажите, пожалуйста, прозвучала ли сегодня какая-то конструктивная критика или то, с чем вы согласны? Ничего из конструктивного мной замечено не было. И о том, что как хорошо и легко оппозиции жилось, окажется, 10 лет. Ну уж такие байки нам рассказывать вообще не надо. Просто если я могу сказать за себя, не понаслышке, если на свадьбе попадался и сидел напротив кого-либо из чиновников, близких к власти, то ему обязательно это ставили на вид. Даже от того, что мне принял посол Российской Федерации в Абхазии, даже по этому поводу лично Анкваб перезванивал и говорил о своем неудовольствии, причем не однажды. Мы ни о каком преследовании идет речь. Есть отдельные случаи на личном я повторяю, но это не имеет никакого массового характера. Люди, еще раз повторю, на 70-80% на местах остались из элиты старых управленцев. И, на мой взгляд, мы стоим в переходном периоде, где время советских людей без конфликта поколений потихоньку все-таки отходит. Нам нужно сформировать и дать дорогу новой элите, нам, власти и оппозиции. Не себя еще раз за волосы, как барон Мюнхгаузен, во власть приводить еще раз и еще раз, а формировать новых, чистых, амбициозных, креативных людей с таким хорошим юношеским максимализмом. И в этом есть будущее страны. У нас впереди выборы в городское собрание, впереди в парламент, и осталось чуть более года. На этом бы силы сосредоточить, потому что парламент очень нужный и действенный механизм для нашего государства. А за оставшиеся 4 года сформировать новую элиту, дав ей дорогу вперед. Вот наша задача. Двигаться вперед, а не возвращаться, возвращаться куда-то непонятно куда назад. Извините, элита – это политики, вы имеете в виду? Я хочу вам сказать следующее. Вот недавно наша делегация была в Татарстане. И были удивлены той профессиональной, слаженной команды, которая была. А это 28, 32, 35-летние ребята. Это в Абхазии только считаются молодыми. Самые успешные полководцы, менеджеры были именно в этом возрасте. У нас даже в 40 и 45 лет считается, что человек, конечно, считают, что вот они, или в том числе и себя к ним причисляю, самые достойные, самые незаменимые. Нам нужно обрисовать круг ребят без вот этого политического фарса и противостояния, где они не разделены между собой, как мы. И мы, к сожалению, уже от этого отойти не сможем. И готовить эту команду сообща. Не себя очередной раз предлагать во власть, где это люди не созидатели, это люди, которые могут взять откуда-то из большей или меньшей коррупционной составляющей отсвоить. Нужны люди нового поколения, нужны люди созидатели. Не люблю навешивать ярлыки и какие-то названия давать. Как бы вы назвали, можно ли назвать нынешний политический фон кризисным? Мы стоим в тяжелые времена, поскольку людям стало жить хуже. Изменилась внешнеэкономическая ситуация, она значительно просела. Даже от того, что мы удержали зарплату, людям-то все равно тяжелее, поскольку покупательная способность на порядок упала. Если в Российской Федерации был определенный жирок, так я его называю, и люди не как в 98-м в кризисе покупали пшено и муку,
покупали, чтобы обналичить деньги, по нескольку телевизоров и даже автомобилей, то при том, что у нас такого жирка не существовало, люди, конечно, просели. У людей стал бизнес, и людям тяжело, настолько тяжело, что они стали терять веру в свою государственность, в том, что мы можем построить сами успешное, уютное государство. Вот в этом есть определенная проблема кризиса, и долгое время мы в таком состоянии оставаться не можем. Это верно. Хорошо, может быть, мы вернемся все-таки к грядущей паспортизации. Вот в том числе я уже задавала этот вопрос. Скажите, будет ли проще эта процедура, и касательно жителей Галского района, как теперь у них будет проходить процесс паспортизации? Начнем с Гальского района, поскольку это важный, самый важный для нас район. Когда-то этот вопрос привел к политическим последствиям. Да, это люди, которые хотят жить по закону, которые попали и прожили сложные времена, и понимают, что любое возможное противостояние еще раз их очередной раз обнулит и обнулит значительно. Они в силу объективных причин в свое время получили грузинское гражданство. Это гражданство является для них окном в мир. Они получают лимиты студенческие во все университеты Европы, Канады и Америки. Конечно, от этого они не откажутся, но они имеют недвижимость и имущество на нашей территории в Гальском районе, и они там тоже исторические жители, такие же практически, как мы. И мы должны сделать для них это проживание удобным. И поэтому у них есть право стать полноценным гражданином Республики Абхазия, добровольно, если они отказываются от грузинского гражданства и становятся гражданином Абхазии, если это так. И в этом обман сложно будет скрыть, поскольку американская система одного окна западного толка, она вся прослеживается и по медицинским страховкам, и по ИНН, и по многих другим вещах. Это все лежит в открытом доступе, и можно проверить, человек остался при этом гражданином Грузии или нет. Вот из них практически 90% изъявили желание получить вид на жительство и при этом остаться гражданами Грузии. Те, которые готовы и хотят интегрироваться в наше сообщество, такие есть, поскольку я, как председатель, возглавляющий комиссию по гражданству, скажу, что уже пошли лимиты в Российскую Федерацию мигрантов, как раз жителей Галы. Пошли. Этот процесс, он должен быть управляем, и лошадей гнать нам при этом не нужно, а выдавать им паспорта с реактивной скоростью быстрее, чем в любом другом регионе, это вообще ни в какие рамки не лезло, поскольку почему мы гражданство выдаем в одно окно через комиссию вице-президента, и оно у нас для всех, для любой национальности, потому что если мы сказали, что это только для граждан Грузии, нас бы обвинили во всех смертных грехах. Через эту комиссию проходят все. Но мы там в ручном режиме можем отобрать, кого пропустить, а кого нет, кто участвовал или кто не участвовал. А почему-то Гальский массив мы полностью выделили. Там все, кто участвовал, кто держал оружие, кто непосредственно был участником боевых действий. Это вообще была зона табу для проверки. И мне непонятно, зачем уже экс-президенту таким нахрапом нужно было действовать. И сейчас слышать об Жане какие-то замысловатые фразы об этом, ну, переверните вы эту страницу. Что вы там мусолите? Для чего вам это надо? Это что, больше интегрирует людей в наше сообщество? Спасибо. Ну, Виталий Викторович, вы являетесь председателем комиссии по государственным наградам и комиссии по защите имущественных прав граждан. Действительно, проговорю непосредственно о своей прямой деятельности. Начну, наверное, с лимитов в Российскую Федерацию и скажу почему, поскольку на данный момент это больше людей интересует, поскольку мы стоим в очередном учебном году.
И, пользуясь случаем, я скажу, что положение с Российской Федерацией нам придет где-то в первых числах декабря, а с конца января, с начала февраля мы дадим объявление на вашем же государственном телевидении, на всех сайтах, на сайтах вице-президента по линии Россотрудничества о том, что пошел прием документов. Я провел одно заседание, вернее, одну комиссию экзаменационную, и скажу, что я ее в полной мере переформатировал, поскольку это нарекательное для людей направление сопряжено с массой несправедливости, особенно для детей, которые только начинают жить и очень обостренно относятся к любой неправде, любой несправедливости. Когда ко мне приходят люди и говорят о том, что они готовы мне вменить 400 тысяч рублей, если я гарантированно обеспечиваю им поступление, то на мой вежливый отказ пытались заходить через друзей, через доверенных лиц, и я просто от этого устал. Я понял, что нужно сам процесс переформатировать. Мы это сделали следующим образом. Позвольте ваши листы, я вам покажу, с вашими вопросами. Мы сделали тройную линию защиты, я вам об этом сообщу. Вот лист, на котором абитуриент пишет контрольную работу. Второй, вот такой же А4, мы сворачиваем углом. И на этом конверте абитуриент пишет свои инициалы, а я выставляю цифру 1 и 1 и так до 200. И вот эти конверты я забираю. Когда идет работа, непосредственно проверяется по линии Россотрудничества, она обезличена. Не могут определить, чья это работа для того, чтобы повысить оценку. Но мы понимаем, что преподаватели, которые задействованы в процессе, они при этом могут узнать своих учеников по почерку, при этом, что являются репетиторами. Мы закажем, помимо еще 2 преподавателей, предметников с Российской Федерации, которые независимо от наших проверят на соответствие уже в свою очередь, где они будут не взаимосвязаны. Мало того, мы это все сканируем и вывешиваем на сайт вице-президента, где каждый может узнать свою работу по номеру и сфере. И в том году 6 человек подали на апелляцию как на необоснованную заниженную оценку. И 4 из них этот балл подняли. Это самая действенная, прозрачная линия обороны для детишек. Но я скажу, что мы столкнулись при этом с другой проблемой. Мы получили столько двоек на выходе, что я столкнулся с определенным прессом. Мне поставили на вид, что со стороны общественности, причем, что раз Российская Федерация нам дает лимиты, и они не дешевые, почему мы в такой мере ими не воспользовались? Мы пошли им навстречу и даже пропустили ребят, где был недобор на факультетах, с 1 двойкой и даже с 1 тройкой. Но там, где были 2 двойки, моя принципиальная позиция была в том, что эти люди не имеют права учиться в высших заведениях страны, которые допускали не только ошибки в знаках пунктуации, а съедали просто как гласные, так и согласные, делая катастрофические ошибки. Эти люди не имели бы права учиться. И потом, когда мы отправляем таких, они не сдают. Они слетают после 1 курса же, но не приезжают домой, чтобы не было видно, что их выгнали. И за истечением 5 лет зачастую остается работать на новом насиженном месте, что фактически является легальным, зачастую эти лимиты, легальным оттоком молодежи из страны. Скажите, а вот после последнего отбора вы прослеживаете за ребятами? То есть кто-то остался, кто-то ушел, кто-то провалился? Мы, да, непосредственно мой референт этим занимается. Мы прослеживаем, пытаясь вести не просто отличников, а отличников с лидерскими качествами. И у нас таких детишек тоже очень много. Ровно из них должна формироваться новая управленческая команда, поколенческая, где в каждой, условно, 7-10 лет в поколении мы должны формировать такую элиту, чтобы не было разрывов в поколениях.
У нас не так много времени осталось, поэтому вот я хотела бы задать один вопрос, потом вы скажете о том, что вы хотите. Скажите, пожалуйста, касательно ряда текущих вопросов, которыми тоже занимается вице-президент, как вы взаимодействуете с политическими партиями и общественными движениями? Можете об этом сказать? Как это взаимодействие складывается, насколько есть взаимопонимание, есть ли оно вообще? Мне радует, что возрастает политическая активность молодых людей, которые группируются в общественные и политические партии. Это нормальный и правильный процесс. Это говорит о том, что наша молодежь активна. И я, конечно, с ними взаимодействую. Если говорить об наших оппонентов, то прямого взаимодействия, честно говоря, у меня нету, и до этого и не стоит в моих задачах. И вообще, если я скажу о своем рабочем дне, то, исходя из того, что первая половина дня уходит на прием людей, а принимаю я каждого человека в отдельности подолгу, потому что если это в зоне моей административно-правовой компетенции, я могу решить вопрос, пока этот человек сидит у меня рядом в кабинете, обзвонив все по инстанции и решив этот вопрос. Если я человека отпущу, это у меня наложится на другую проблему, на третью. И возвращаясь домой к 10 часам вечера, у меня порядка за 100 звонков всегда пропущено. И если я не перезвоню на эти номера, то при встрече я в глазах вижу укор людей, что вот теперь во власти и ни до кому дела нет. И несмотря на то, что я дома, и вокруг меня бегают мои детишки, которым 3 годика и 1,5, у меня еще час-полтора уходит для общего обзвона, где я хожу с тетрадкой, все записываю. И только в утреннее время, это время мое с детьми, до начала рабочего дня. Хорошо, если у вас нет больше никаких замечаний по поводу сегодняшнего дня. Я мог бы рассказать о всех из перечисленных 7 комитетов, поскольку моя задача была переформатировать каждый из них в систему. Вот нет возможности решать эти вопросы в ручном режиме. Никакого времени для этого не хватит, даже если мы будем работать круглосуточно. Вот сейчас, когда по лимитам это ушло в систему, по наградам ушло в систему, по инвалидности ушло в систему, так, где каждый в отдельности чиновник не может взять на себя ответственность и решить, получив за эту мзду, то поток на сегодняшний день на 1/3 у меня уже снизился ровно потому, что я нашел на это системные, правильные выходы, ровно такие, какие должны быть. Я вам поделюсь в конце, что если я хочу заработать, либо украсть, как я называю, на каждом из этих комитетов, и вообще, в частности, мне это сделать несложно. А вот если я хочу что-то изменить, и изменить в лучшую сторону, я встречаю колоссальное сопротивление. Мне в отдельном случае необходимо этот проект брать в зубы и начинать бороться, уже начиная со своего 2-го этажа, и вот так до окраины. И идет такой пресс сопротивления на всех уровнях, что когда люди говорят о том, что они хотят порядка, они хотят хороших дорог, они хотят всего остального, то только начиная не себя, люди привыкли, и целое поколение выросло за 20 лет, которое ни к какому порядку не привыкло. Мы не платим налоги, мы не платим за свет. И значит, мы не можем состояться как государство без помощи иного государства. И когда мы об этом говорим, нам говорят о том, что мы закручиваем фискальные гайки, и что мы создали. Эту страну распустили. Она была на содержании в течение 10 лет. И, конечно, нам досталась колоссальная. Сейчас проблема и задача, повторюсь, гораздо сложнее в внешнеэкономических условиях это все переформатировать и без конфликта поколений передать власть следующему поколению. Но обратного пути у нас нет. Спасибо, Виталий Викторович, что пришли к нам на передачу, ответили на наши вопросы, поделились своим видением современных проблем. Всего доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие вице-президент республики Виталий Габния. Всего вам доброго. До свидания.